Где только не живут наши соотечественники, география проживания татарского народа становится особенно очевидной, когда становится слышен его голос. Представители татарских организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ульяновской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Тюменской и других областей вышли к министру просвещения России Сергею Кравцову с письменным обращением. Общественников, радеющих за судьбу родного языка, беспокоит проблема, возникшая после введения обновленных федеральных стандартов в школах, которые привели к сокращению учебных часов в начальной школе на изучение татарского языка и литературы. То есть вместо 3-5 часов теперь по учебным планам на родной язык уделяется 1-2 часа. Кроме того, в новых учебных планах есть и варианты программ, где предмет родной язык отсутствует вовсе. Под обращением подписался и депутат Госсовета, председатель Союза писателей Татарстана Эркаил Зайдулла. Есть нормы, которые устанавливаются законодательством. Россия страна большая, поэтому многие инициативы, принятые сверху, уже после внедрения оказываются не совсем корректными. Хочется верить, что данное обращение станет поводом для разбирательства. Ведь на несовершенство обновленных ВГОСов, а это на минуту главный документ в системе образования, Татарстан указывал еще с момента его обсуждения. Но самое печальное в этой ситуации то, что зачастую, пеняя на других, мы забываем о собственной ответственности, когда корень проблем нужно искать в себе. Эльзира Юзаева подробнее. Примерно показательная гимназия в поселке городского типа «Богатые Сабы» всегда славилась богатыми национальными традициями. Театральные фестивали, конкурсы танцев, песен, чтецов на родном языке. Каждый ребенок здесь может раскрыть не только свой талант и свои способности. Каждое такое внеурочное мероприятие, по мнению руководства школы, у детей повышает интерес к родному языку и формирует их национальное самосознание. Сабинская гимназия имеет очень давнюю историю. Наше преимущество в том, что мы работаем в национальном районе. Вся воспитательная деятельность у нас ведется на татарском языке. Это показатель того, что в нашем районе проживает огромное количество татар. 98% наших детей татарской национальности. О достижениях гимназии здесь могут говорить долго, убедительно и ярко. И за всем этим творческим порывом и торжеством идей в тени остается один немаловажный факт. Ведь речь идет о внеурочной деятельности учебного заведения. То есть татарский язык – это не язык обучения гимназии, это всего лишь один из предметов общей образовательной программы и безудержной творческой активности. Сабинская гимназия – это учреждение с преподаванием на русском языке. А ведь богатые Сабы имеют славное богатое прошлое, связанное с национальным просвещением. Первая медресе здесь появилась аж в 1870 году. В советские годы в поселке работала знаменитая школа крестьянской молодежи, по сути, прародительница нынешней гимназии, которая позже была преобразована в среднюю школу, где, к слову, работали известные педагоги-новаторы, о которых до сих пор слагаются легенды. Вот какие строки об этих легендарных учителях остались в мемуарах их учеников. Когда Харис Абый заходил на урок, у него мел был в обеих руках. Если приходилось вести урок сразу для нескольких классов, он правой рукой писал на доске для одного класса и одновременно писал левой рукой для другого класса. В течение многих лет средняя школа в поселке, где преподавание всех предметов велось на родном татарском языке, служила 30 окрестным деревням. В последние несколько лет здесь еще набирали татарские классы, от которых сегодня не осталось ни следа. А ведь речь идет об уникальном учебном заведении, не только исходя из его исторического прошлого. В гимназии 98% детей татарской национальности. Это самое крупное учебное заведение в районе. Здесь обучается почти 1000 человек. По сути, это четверть всех детей татар Сабинского района, которые сегодня не имеют возможности получать образование на языке своего народа. Каждый год 1 сентября мы проводим первый урок, посвященный родному языку. И я всегда говорю детям, что знания, полученные на родном языке, они всегда крепче. Каждый человек должен уметь мыслить и изъясняться на языке матери.
Образование – это не песни и пляски. Образование – это фундаментальное знание, которое в России, согласно законодательству, можно получать на родном языке. Но согласно тому же закону, желания одной школы мало. Нужно еще согласие родителей, которых, по признанию педагогов, сегодня больше волнуют результаты ЕГЭ на русском языке, нежели духовное и нравственное развитие путем обучения своих детей на языке матери. Ведь именно родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Раз единый государственный экзамен нужно сдавать на русском языке, родители пожелали и учиться на русском языке. Если даже и так, но в Сабинском районе есть показательные примеры из соседнего аула Сатыш, где дети, обучаясь на татарском языке, математику и русский язык сдают на все 100 баллов. Разве это не повод для гордости и пропаганды в пользу национального просвещения среди населения, так нуждающегося в ликбезе? Однако сегодняшнее положение дел в районном управлении образования не вызывает признаков обезвоживания. В этом году в поселке открыли новую, как ее сейчас уже именуют в народе, татарскую школу на 280 человек. Районные показатели преподавания на родном языке тут же подскочили с 34% до 40%. У нас открылась большая красивая школа, но нас больше всего радует то, что она с татарским языком обучения. Мы в районе болеем душой за судьбу родного языка. У нас 94% детей татарской национальности. Но стоит ли говорить «гоп», пока не перепрыгнешь? Попасть за стену новой школы оказалось сложно, но и не имело смысла. Наши подозрения по поводу языка обучения тут же рассеялись после одной случайной встречи с родителями учащихся, посетивших Казань во время этих осенних каникул. Вот уж точно случайности не бывают случайны. Біздің татар мәктәбі, татар Шипши татар районы біздің. Татар мәктәбе безнең. Шуңа күрә дәресләребез рус телендә барса дагы, күбрәк басым ясала татар телендә. У нас абсолютно татарский район, у нас новая татарская школа, хотя уроки и проходят на русском языке, но татарскому языку уделяется большое внимание. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Не исключено, что для такого важного дела, таких благих начинаний, школе нужна не менее серьезная подготовка. Подбор коллектива, имеющего опыт работы на татарском языке, изучение методики преподавания на родном языке, заказ учебников и многое-многое другое. Но разве успешный старт – это не залог успешного финиша? И нет никаких гарантий, что школа не сойдет с дистанции, учитывая, с какими трудностями она преодолевает этот языковой барьер, живя при этом в родной языковой среде. Хочется верить, что сельские районы, которые у своего народа вызывают особые отношения и особую гордость своей историей и глубокими традициями, не оставят без внимания и такую важную сферу, как обучение на родном языке. Ведь кому, как не у них, учиться нам? Ильзира Юзаева и Андрей Кузьмин. 7 дней.